Аня, мы так любим хвастаться успехами наших детей, но ведь у нас много талантливой и инициативной молодежи, будущего нашей республики. На самом деле, наша коллега Елена Красильникова пообщалась с начальником управления регионального взаимодействия Росмолодежи Кириллом Литвицким. О летней форменной кампании, грантовой поддержке молодежных инициатив и о том, что сейчас в принципе интересует подрастающее поколение. Вы сегодня встречались со студентами и говорили о летней форумной кампании, какие будут изменения. И говорили, что есть форумные туристы, грантовые туристы. Вот расскажите, как вы с ними боретесь? Ну, во-первых, да, изменения форумной кампании, они у нас будут. Мы хотим убрать там ту некую такую яму между федеральными мероприятиями, окружными, региональными, муниципальными. То есть мы сделаем полную связку мероприятий, для того, чтобы молодой человек видел, как он может двигаться. И если он не попал на федеральное какое-то мероприятие, то он может попасть на окружное мероприятие, на региональное мероприятие и получить всю ту же программу, которую мы даем там. Поэтому это мы модернизируем. С форумными туристами мы через нашу систему из «Молодежь России» мы их видим, мы их отлавливаем, и мы их отправляем в другие места, чтобы они, там, где они не были, для того, чтобы они там себя могли приложить, и чтобы прошли те ребята, действительно, которые достойны. Вот в этом году грантовый фонд Росмолодежи 2,5 миллиарда. Да. Вы опять-таки сказали, что форма работы с грантами сегодня меняется. Сегодня гранты на форумах летних уже не получить. Почему так сделано? Мы отходим от той практики, которая была у нас в прошлые годы, когда мы раздавали гранты на форумах, и тут есть тоже обратная сторона медали, потому что ребята туда приезжают за деньгами. А когда они приезжают за деньгами, значит, они не ходят на образовательные программы, которые, если либо ходят, и их не слушают, и получается, что это такой пшик, который без эффекта какого-то. Поэтому мы сейчас делаем везде социальное проектирование. А есть еще проблема, когда ребята не умеют писать гранты, очень хотят, но не умеют работать со сметой, не умеют работать с обоснованием цены, не умеют правильно составлять бизнес-планы, либо просто планирование, моделирование. Этому они будут учиться на форуме? Этому они будут учиться на форуме. Мы во все программы теперь вкладываем социальное проектирование. Вот так оно и называется. Дальше они возвращаются в свой город, в котором они живут, подают свой грант на АИС «Молодежь России», и электронный, и заочно он будет оценен экспертами, которые находятся с другой стороны. Они не видят, кто это, они не видят, какой регион, они просто видят сам продукт, сам проект, который предлагается. Также работает и фонд президентских грантов. Если вот проанализировать тех, кто побеждал, в основном это какие отрасли представлены? Это от медицинской области до сельского хозяйства, это творчество. Если мы там о творчестве говорим, то это помощь по записи там, первого альбома, либо где-то надо арендовать там что-то под производство какого-то фильма. То есть они там распределяют, что нужно. Естественно, есть свои критерии по грантам, которые тоже у нас на сайте есть. То есть надо просто всю нормативную базу просмотреть и то, что правильно все оформить. Мы даем действительно те возможности, которые в мое время такого не было, когда вот так вот столько грантов раздавали. Ему нужно просто, имея телефон, ты можешь взять, заполнить заявку, приложить проект, ну там за компьютер сесть и все, и победить. То есть просто надо, самое главное, надо это сделать. А так, молодежная политика теперь дошла до абсолютно каждого муниципалитета нашей страны. Просто надо опять-таки все это брать и делать.